Ну вот, с первой добычей. Вон она. Пипец. Как медведь рвет. Капитально замерзла. Видать, уши пошла пуля. Первый промах. Ух ты, за ветки сел. Опять куда-то не так пошла пуля. Собака идет. Собака пришла. Улетела, короче. Первый промах. Не попал. Наверное, выше сперва я выстрелил. А потом непонятно куда, между сучьев там стрелял. Самец подлетал. Куда-то сел рябчик. Или этот? Ок. Перелетел. Есть контакт. Пока собаки нету, надо бежать. В принципе, собаку давно уже я не видел. Не знаю, где он. Ни лая, ничего не слышно. А вон он, рябчик-то. Как всегда, в воду блюхнулся. Ну вот, с первой добычей. Вон она. Жалко, в воду упала, блин, как всегда. Первый рябчик. Хороший выстрел, ребят. Хороший. Первого промазал. Этот наш. Ништяк. Крыло перебито. Ну, примерно так, ребят. У нас, ребят, небольшой привал с туланом. Пью просто кипяток. Пошли недалеко. Здесь сосновый бор. Хороший лес. К сожалению, ни одного взлета, ничего пока нету. Даже и собака уже пришла. Рядом отдыхает. Не знаю, что и думать. Здесь обычно кополухи, там глухари встречаются. Но в данный момент пока у нас добыт один рябчик. Вот. Но мы не сдаемся. Слышали, полетели гуси, стая гусей пролетела. Я не видел их. Уже третьи сутки идут, они летят. Полный штиль на улице. Вообще класс. Главное, дождя нету и спокойная погода. Вот. Сейчас попьем чаек и будем идти дальше. Как и говорил, много снимать, болтать не стану. Я экономлю карту памяти. Сразу сжигать не стану. Ждем таких моментов, где будет стрельба.
один раз гавкнула собака и замолчала. Он там корни рвет, ребят. Я думал, на дереве кто-то, он дупло нашел или что. Я подхожу, блин. Думал, дичь. Пипец. Как медведь рвет. Короче. Тут уже сколько он копался, она может куница или норка тут тоже. Пипец. Все изворотил. Чувствует, конечно же. Она куница еще так и тут. Туда. Чумазый уже. Вот так. Такое место тут шикарно. Именно вот сырое место. А здесь сосновый бор. Ну что поделаешь. У него там дупло. Здесь кедр. Единственный кедрач. Туда. Мунам. Все, пошли. Поигрались и хватит. Кругом уже выкопал. Ладно, пойдем. Пошли, туда. Ну, ладно. Скучно, да? Вот и мне скучно сегодня. Это бродим целый день уже. Направляемся потихоньку к избе. Подустали конкретно. Время. Блин, 3 час уже. 2 часа 20 минут. Это да. 6 часов уже бродим. Вот так. Чагу немножко набрал. Несу к избе. В избу. Да, Тулан? Скукота, скажи, сегодня для меня, да? Ни лосей, ни медведей, никого не видели. Да? Кроме рябчиков. Тут, ребят, лёжка у медведя была. Видно, что он ломал, тут кормился. Где-то 1,5 километра от силы осталось до избы. Вот таким буреломом приходится идти. И самое главное, рябчики вот в таких местах и держатся. Бывает, там свистел, подлетают на собака и стрелять. Как-нибудь другой раз пройдусь еще тут возле реки, именно без собаки, с манком. Тут старые зачесы. Иду по старой тропинке, видны как зачесы тут. Ну тоже тут я ходил не раз. Каждый год уже
10 лет, наверное, может больше, получается. Вот. Просто остановился немножко отдохнуть. Ну и дальше пойдем. Ну вот, видите, рябина какая-то вот оранжевого цвета, еще как бы не созревшая еще была. А сейчас вот уже она красная. Она красная. Вон сколько деревьев сломанных там. Видно его следы. Он мнет. У лося он как бы копыта втыкаются, а здесь все мятое. И ломает, самое главное. Мы на подходе уже. Вон изба, что-то тулан. Нюхтит нос. В небо поднял. Или белка тут. Что-то неуверенно себя ведет. Не облаивает ничего. Ну все, ребят, мы на избе. На сегодня поход закончили. Тулана я уже посадил на цепь. Полная миска каши ему наложил. Пусть отдыхает. Ну, в принципе, он сегодня не устал, так себе. Не так активно себя вел. Бывало пропадал, но в основном, ну, возле реки там, возле меня и крутился. Что-то опять, каждый год одна и та же картина. Опять блевать начал, там, видел там раза 2 или 3. И просто вот такой походкой идет и идет. Как и в прошлом году. Когда я на дороге, на вырубках снимал, он блевал, весь в слюне был и здесь. Вот каждый год. Начало охоты такая у него. Почему так? Что он ест тут? Что ему климат такой другой? Или я не знаю, что думать, что говорить. Вот. Все, отдыхаю. Запарился, ребят. Хватит на сегодня. Сейчас буду готовить ужин. Сейчас уже 3:30 времени. Приготовлю ужин. Суп сварю. И, наверное, еще, если не поленюсь, приготовлю плов такой быстрый. Тушенка, лук, рис. И можно еще томатную пасту туда бахнуть. А сейчас на скорую руку быстро съем. Творог занес. Литр творога надолго мне хватит. Целый день без сладкого чая. 6 часов вышли. Или сколько там было. И сейчас 3:30. Это да.
Ну вот, ребят, второй ужин уже у нас в избе в этом походе. Сегодня 3 октября. Надо почистить манки. У меня 3 манка. И забились конкретно. Я не знаю, чем чистить. Булавкой попробовал, не получилось. Вот такая чага. Сегодня добыли, так скажем. Ну, в избушку оставлю тут. Можно чай заварить. На ужин у нас утка. Утка, картошка, больше ничего я сюда не добавлял. Утка разварилась. Потому что вчера весь вечер я держал на огне. Потом всю ночь у меня на печи, на плите было. Ну и утка молодая. Вот поэтому все так разварилось, так скажем. Ну, нырковая утка немножко отличается от, скажем, кряквы или свияжа, шилохвоста, вот таких уток. Это нырковая утка. Это в Якутии долбят, и их много. На Т, как, не помню, черная, мощная утка. А это вот молодняк, они серые, как вчера она вроде говорил насчет этого. Ну, что сказать про сегодняшний день. Съемку вел минимум, да и интересных моментов практически не было. Да, совсем не было. Кого видел, кого стрелял, я вам показал. Что видел, тоже показал. В принципе, вот целый день тоже в пути. Вот считай, примерно, ну, грубо говоря, 9 часов, наверное. Да, 9 часов примерно я шел сегодня. И за это количество, я не знаю, сколько километров я прошел. Я видел несколько рябчиков. Одного добыли. Ни одного свежего следа лосиного нету. Свежих помьетов, чтобы вот я испугался, что где-то здесь рядом медведь. Тоже такого подозрения у меня пока нету. Но они, может, и есть, но просто мы не столкнулись, не видели. Собака вообще сегодня, как сказать, когда чувствует что-то, вот скажем, кто-то есть, где-то след возьмет, он шустро бегает. А сегодня Тулан, ну блин, ничего такого подозрения не было, что вот где-то рядом кто-то есть. Вот. Ну, это только начало, посмотрим. Будем надеяться, что еще будут красивые кадры, красивые выстрелы. Хочется добыть глухарей. Как-никак я оплатил много дичи в этом году. Перебор много, я столько не плачу никогда. Потому что охотники говорили, что дичь есть. Ну вот. Первый день, и я что-то засомневался, что дичи много. Рябчик есть немножко, но чтобы глухари там, пока не видать. Посмотрим, что завтра будет. Завтра планы у меня на сосновый бор сходить, вырубки по сосняку. Сосновый такой сорный лес. Сосны, елка. Именно подальше от избы и от реки. А рябчики уже как-нибудь другой раз. У меня на плите еще плов поставил. Это на завтра. Как бы
чтобы с собой брать. На несколько дней он хватит. Не знаю, что получится. Тушенку туда закинул, лук, как и говорил, тоже томатная паста, рис. И вот на медленном огне там он 40 минут буду держать там. Наверное, много я этого положил, томатной пасты, потому что кислятина, вот, я чувствую, сюда уже идет. Ладно, ребят, встретимся завтра. Покажу, какую кашу приготовлю. Это, наверное, уже завтра покажу. А сегодня я буду сейчас ужинать и отдыхать. Сейчас время 5 часов 20 минут. Сегодня пораньше уложились мы. Вот так вот. Все, до завтра. Сейчас с лучком. С лучком, с лучком. С лучком. За осень это вторая утка. Ну, 3 утки. Общей сложности у меня пока. Вкусно. Сейчас, ребят, еще на минуту включился. Вот смотрите, какой рассыпчатый, вкуснейший плов таежный у меня получилось. Он уже почти готов. Вообще идеально. Я думал, там переборщил с томатной пастой, оказывается, самое то. Угу. Да. Вообще готово. И вот эту кашу, плов так называемую, я возьму завтра с собой в поход. Ну все, ребят, на сегодня хватит, я спать. Всем привет, ребят. Утро 4 октября. 4:30 сегодня встал. Ну, начало рассветать. На улицу еще не выходил. Но температура на улице сейчас минус 6 градусов. Заморозки ночные были сегодня хорошие, мощные. Может, и уже сегодня вечером или завтра уже начнутся дожди. Вот, я уже собираю вот тут термос, хлеб, плов самодельный. Сам приготовил вчера таежный плов, так скажем. Вот такие продукты сегодня буду брать, потому что на целый день тоже иду в поход на поиск глухаря. И сейчас позавтракаем и пойдем. Ночью я дрова вообще не подкидывал, хотя на улице минус 6 градусов. Блин, этой печке цены нет. Кроме того, что протекает эта труба, этот шов. А так вот всю ночь он греет. Всю ночь я без одеяла спал. При открытом вот только дверь была при открытом. Только к утру я начал чувствовать, что вот как будто понял, что уже печка погасла и надо дверь закрыть. Дверь закрыл и вот это маленькое окошечко тоже вот сверху тоже закрыл. И вот до 4:30 я вообще до печи не дотрагивался. Всю ночь он грел меня. Вообще печка, я думал, я сомневался, что вот что-то не так сделал. Там свод я сделал, как бы огонь вот так проходит и в трубу уходит. Все идеально работает. Только вот, когда вот первоначально затапливаю,
поддувало вот это отверстие 80, наверное, или 70, или 80, наверное. Для него маленькое, надо было 100 туда поставить. Потому что, когда я затапливаю, когда полная печка дров, он как будто полностью открываю и задыхается. И кто вот, скажем, здесь у нас нижерские будут ночевать, вот вы затапливаете полную печь и просто дверь вот закроете, но не полностью. И она хорошо загорается, а потом уже поддувалой можно регулировать. Когда основной дым пройдет, уже когда огонь будет там. Вообще класс. Да. Не побоюсь этого слова, что вот это печка получилась. Ну, давайте болтать не станем. А я могу болтать в одиночку много. Я, наверное, сейчас попью чаек, уже рассветает, как-никак. Там уже рассветает, видно. Так что я сейчас чай попью, позавтракаю и будем бродить. Будет интересно, буду включаться, а так в холостую снимать ничего не стану. Давайте улицу еще поснимаю. Бездельник. Да. Мощный заморозка, мощный сегодня. Капитально замерзла. Лед, например, на 5 миллиметров. Вот это да. Но это так. Не страшные заморозки еще. Потому что уровень воды минимальный. Пока большая вода не будет, лед не встанет все равно один хрен. Вот так дымит на минимальной. Но когда на минимальной, также у меня, как самогонный аппарат, все идет конденсат. Ужасный конденсат. Я буду с ним бороться, и все равно я своего добьюсь. Буду экспериментировать. Но без болгарки, конечно, труднее. Тишина. Только птицы чуть-чуть. Снегири. Бывает в такую тишину, когда ты слушаешь природу, услышишь там звук крыла глухаря, когда он сядет на какое-то дерево. Издалека слышно. Ну, скажем, с полкилометра он вдали, он сядет, и он такой шум издает, что вот слышно. По утрам рябчики свистят, тоже перекликиваются, слышно. Но я уже 3-й день, ребят, здесь, и этого я не слышу возле избы почему-то. Я не знаю почему, где они. Я вчера понял, что вот рябчики не по земле ищут корм, а вот на вершинках деревьев где-то они сидят. Они сытые, довольные, потому что рябины очень много, а на земле им делать нечего. Ну, семена от травы там они собирают, а чтобы, вот, скажем, где-то черника, брусника, ни одного ягодки я не увидел. Нету нигде. Вот такие дела. Проблема с ягодами у нас. Ну, рябины бери, не хочу. Очень много. Вон, висят на каждом дереве. Да, Тулан? Ему похорону сейчас. Лежит и лежит. Не хочет даже выходить. Не знаю, как сегодня поведет себя. Вчера он болел, как всегда. Токсикоз у него, блин. Тула, сейчас приедем, пойдем.